считаю, что, в принципе, очень высокий потенциал. Построена база, которая является одной из лучших в стране. Лыжные трассы сейчас доводим до уровня международного. Думаю, что уже в следующем году будут проведены соревнования, которые будут иметь международный статус. Вот. И, наверное, все-таки не одним Алданом республика может, как сказать, развиваться. И очень приятно, что мы завтра будем проводить здесь соревнования. Думаю, что формат спринта очень подходит для Якутска. Не обязательно нужно иметь какие-то профилированные трассы, какие-то там трудные подъемы и прочее для спринта. И поэтому можно проводить в любом месте, даже в городе можно проводить, и проводят так. Вот. И думаю, что здесь это как раз место, которое может послужить таким очагом, из которого может развиться такие хорошие массовые соревнования в перспективе, как для детей, для юношей, так и для взрослых спортсменов, которые могут стать визитной карточкой республики. Мы с Михаилом Дмитриевичем такие мечты лелеем, что в России раньше проводились до кризиса соревнования, которые называются спринт-тур, в которых участвовали ведущие не только российские спортсмены, но и мировая элита. Они проводились обычно на Урале и в Ханты-Мансийском округе. Вот. И была такая мысль подключить Якутию к этим соревнованиям, но сейчас, к сожалению, источников финансирования мало и тяжело проводить такие соревнования. Вот. Заграничных спортсменов надо приглашать. Это непросто. Вот. Но тем не менее, вот то, что мы сегодня, то есть завтра проводим, сейчас, это уже, я считаю, шаг вперед, и надеюсь, что эти соревнования действительно послужат стимулом для молодежи, для занятий спортом. Наверняка уверен, потому что уже не один раз так было, мы проводили какие-то соревнования, и сразу резко возрастало количество юных спортсменов, приходящих заниматься в спортивной секции. И думаю, что будет также и в Якутии вообще, и в Якутске в частности.